На территории Абхазии обнаружены стоянки эпохи Палеолита, Неолита и Энеолита. Памятники второй половины третьего и второго тысячелетия до нашей эры свидетельствуют о развитии здесь земледелия, скотоводства и ремесла, о знакомстве местного населения с обработкой меди и бронзы. С конца второго тысячелетия до нашей эры Абхазия являлась частью западногрузинского Колхидского царства. В VII веке до нашей эры на побережье Абхазии были основаны греческие колонии и фактории Тиаскуриада, Питуант и другие. В конце II века до нашей эры Абхазия, как и вся Западная Грузия, находилась под влиянием понтийского царя Митридата VI Евпатора, а в 65 году до нашей эры попала под власть римлян. К концу I века нашей эры на территории Абхазии сложились княжества Апсилов, Абазгов и Санигов, племенные образования раннефеодального типа. Правители их утверждались римскими императорами. С образованием в IV веке нашей эры в Западной Грузии царства Лазики Абхазия вошла в его состав. В начале VI века северная часть Лазики, сегодняшняя Абхазия, была подчинена Византии. Восстания местного населения против византийского владычества были подавлены, и с 60-х годов VI века власть Византии укрепилась во всей Западной Грузии. В конце IV века Западная Грузия Лазика официально принимает христианство. В VI веке сложились феодальные отношения, а к VIII веку относят образование так называемого Абхазского царства. К началу VII века Восточная Грузия была частью Ирана с кое-какими элементами самостоятельности, а в Западной существовало царство Игрисии, зависимость которого от Византии постепенно слабела. В 737 году арабский полководец Мурман-Хру прошелся по всему Кавказу, стирая с лица земли целые города. Часть восточно-грузинского населения ушла на запад. Арабы дошли до Анакопии, и под ее стенами грузинская армия сумела их разбить. Этой армией командовал царь Леон I, который таким образом завоевал себе мировую славу и стал основателем династии Леонидов. Он умер в 767 году. Абхазское царство стало инициатором освобождения Западной Грузии от арабов и их владения. Царем после Леона стал Леон II, который в итоге сделал для Абхазского царства больше, чем любой другой ее правитель. Леон окончательно порвал зависимостью от Византии и постепенно присвоил все то, что осталось от разгромленной арабами Западной Грузии. Абхазское царство распространилось до Сурамского хребта на востоке, границы его на юге известны хуже. В 808 году, после провозглашения независимости от Византии, Леон II сделал город Кутаиси ее столицей. Впоследствии историки будут долго выяснять, кто этнически доминировал в этом государстве. Одни скажут, что абхазов в нем почти не было, ибо они растворились в массе грузинского населения. Другие скажут, что абхазы доминировали, как минимум, среди аристократии. На самом же деле этот вопрос не имеет никакого значения, ибо абхазы были точно таким же православным племенем с кавказской культурой, как и прочие грузинские племена, как кахетинцы, имеретинцы, месхетинцы, лазы, мигрелы, сваны и так далее. У них была одна и та же письменность, одна вера, одна архитектура и один церковный язык. Стоит тут же отметить, что в повести временных лет один средневековый русский хронист пишет «Обхаз иже суть Ибер» или «Ибер иже суть Обхаз», то есть Абхаз это то же самое, что Ибер, то есть это один народ. Также не стоит забывать, что персы Черное море в ту пору называли Корджидария, то есть морем грузин. Если бы Абхазское царство было бы не грузинским государством, то Грузия бы не имела выхода к Черному морю. Соответственно, персы вряд ли стали бы называть Черное море морем грузин. Абхазы первые додумались до проекта объединения всех грузинских земель. Именно по этой причине столицей Абхазского царства стал древнейший центр грузинской цивилизации, город Кутаиси, а не Новый Афон, Анакопия. Та Абхазия, которую создал Леон, безоговорочно погибла в 16-17 веках после переселения сюда апсу-абхазов. Очень странно, что современная Абхазия пытается отождествлять себя с той, леоновской эпохой, и в Сухуми даже назвали проспект именем Леона II. Ведь Леон пытался объединить все грузинские царства в единое централизованное государство и стать царем единой Грузии, и все пришедшие на смену ему абхазские цари стремились к этому же. А сегодняшние апсу-абхазы пытаются отделить Абхазию, эту историческую древнюю область, от Грузии.
В 811 году Леону наследовал его сын Феодосий, который в 819 году построил город Хони и собор Святого Георгия в нем. Феодосий попробовал расширить границы Абхазского царства на восток, но у него это не очень получилось. Он умер в 837 году. Ему наследовал его брат Дмитрий II. При нем страна постепенно втянулась во внутренние конфликты, и даже последовательность царей с этого момента сбивается. Появляются даже узурпаторы. Только в 887 году Баграт, сын Дмитрия, при помощи византийской армии вернул себе власть. Он умер в 893 году. С этого момента в истории Абхазского царства возвращается стабильность. Баграту наследовал его сын Константин, который правил страной с 893 по 916 год. Константину удалось присоединить к себе центрально-грузинское, Котлийское царство и совершить несколько походов в Восточную Грузию, Кахетию и Ретию. Он был очень близок к объединению Грузии. Ему наследовал его сын Георгий II. Правление этого царя можно назвать маленьким золотым веком Абхазии. Никогда ранее Абхазское царство не было таким большим и сильным. На всякий случай Георгий решил наладить отношения с южногрузинским царством Таук-Ларджетий и выдал свою дочь Курандухт за Гургена Багратиони. Этот шаг, как мы увидим, будет иметь большое геополитическое последствие для всего Кавказа. При Георгии церковь Западной Грузии подчинялась Константинопольскому патриархату, но уже делала некие поползновения к независимости. Именно он восстановил разрушенный некогда собор в монастыре Чхондиди. Собор стоит на своем месте и по сей день, являясь своего рода памятником лучших годов в истории Абхазского царства и символом обретения независимости западногрузинской церковью. Леон III занял трон в 960 году. Он унаследовал большое и сильное Абхазское царство. Этот царь не очень любил воевать, зато ему нравилось строить. При нем было возведено множество храмов, в частности, два очень известных – это Успенский собор в Моква и в 964 году собор Кумордо. Есть подозрение, что он же построил храм Симона Канатина в Новом Афоне и храм в Мюсере. Тут же стоит отметить, что в своих документах абхазские цари титуловали себя на грузинском языке с использованием грузинской письменности. Во всех храмах, которые построили абхазские цари, наблюдается только грузинская эпиграфика. Никаких следов сегодняшних абсу-абхазов на территории этого царства не наблюдается. Леон умер в 969 году, и Абхазия начала погружаться в анархию. Два брата Леона, Феодосий и Дмитрий, начали гражданскую войну, которая тянулась до смерти Дмитрия в 975 году. Феодосий победил и стал последним царем разоренной Абхазии. Абхазская аристократия решила передать трон Баграту, сыну Гургена Колорджетского и дочери Феодосия, которому в 975 году было всего 15 лет. У Феодосия не нашлось сил для возражения аристократии, и в 978 году он передал Баграту трон и уехал в Таук-Ларджетий. Так закончилась политическая история Абхазского царства. Оно осталось существовать на бумаге и в титулатуре грузинских царей, но в реальности оно сливается с общегрузинским царством. Баграт III с 978 до 1001 года был царем только Абхазского царства. Он продолжил моду на архитектурные проекты и вместе с матерью, дочерью Феодосия Абхазского, заложил Бедийский собор именем Лахаринской Богоматери, для которого специально основал новое Бедийское епископство. Через несколько лет, а именно в 1005 году, Баграт построил собор Баграта в Кутаисии. В 1001 году Баграт унаследовал у своего отца царство Таук-Ларджетий, Южную Грузию, которое сразу отъела Византия, а в 808 году ему по наследству перешло царство Картли, Центральная Грузия. Так образовалось объединенное средневековое грузинское царство, в которое не вошли только Тбилиси и окрестности, а также Кахетия и Ретинское царство. Затем существует средневековое грузинское царство, которое значительно расширяется и достигает пика своего могущества в конце XI – в начале XII веков при правлении царицы Тамара. В это время Грузия является сильнейшим государством Ближнего Востока и одной из могущественных держав всего христианского мира, охватывая территории от Северного Кавказа до Центральной Персии и до Юго-Восточной Анатолии. Однако в XV веке Грузия распадается на отдельные княжества и царства, так как
как ведет ожесточенные войны с двумя крупнейшими империями тогдашнего мира, с Османской Турцией и Сефевидским Ираном. Кроме того, на ослабевшие грузинские царства и княжества постоянно совершают набеги некоторые северокавказские мусульманские государственные объединения. И именно в это время из северокавказских степей начинается миграция черкесских племен, в основном абсуйцев, которых сегодня именуют абхазами. Западногрузинские цари и князья не в состоянии помешать этому процессу, и таким образом в Абхазии возникают абсуйские поселения. Все политическое и, что особенно примечательно, дошедшее до нас богатейшее культурное наследие Абхазского царства исключительно грузинское. Никаких следов деятельности ни грузинского этноса не зафиксировано даже в той части Абхазского царства, которая сегодня именуется Абхазией и которая тогда именовалась Абхазским Эриставством и охватывала территории к северо-западу от Анакопии, Новый Афон. В пределах этого эриставства, в частности Пицунде, находилась кафедра автокефального западногрузинского католикоса. В истории хорошо известны имена пицунских архиереев, исключительно грузин. Более того, известны даже имена и фамилии нескольких сот церковных крестьян абхазского католикосата в пределах современной территории Абхазии. Среди них нет ни одного имени или фамилии, которых хотя бы предположительно можно было бы отнести к предкам современных абсу-абхазов. Все они являются исключительно грузинскими. Официальным языком Абхазского царства, как указывают грузинские, армянские, арабские, персидские и византийские источники, был грузинский язык. На всей территории сегодняшней Абхазии до 17 века встречается только грузинская эпиграфика, не считая двух арабских надписей. Неужели абсуа, которые утверждают, что они коренные жители Абхазии и живут на этой территории как минимум 3000 лет, не смогли оставить на этой территории хотя бы один свой след до 17-18 веков, а оккупанты, как абсуа сегодня называют грузин, смогли оставить бесчисленные следы своего присутствия, начиная от архитектурных сооружений и эпиграфики, доканчивая до географических и гимнографических сведений. Даже и арабы, которые были на этих землях всего несколько лет, смогли оставить здесь свою эпиграфику. Абсуа называют регион своего сегодняшнего проживания Апсадгил. Этот композит, полученный путем слияния самоназвания абсуйцев, Апс и грузинского слова Адгилли, что означает «место», то есть «место Апсуа», с большой точностью отражает суть данного понятия. По признанию самых абсуйцев, они смогли выразить смысл своей родины лишь с помощью грузинского слова, разумеется, после того, как поселились в Грузии или когда Грузия стала их родиной. Так произошло потому, что пока абсуа были, так сказать, кочевниками, им не требовалось понятие родины, и поэтому, как у кочевников, и у абсуа не было обозначающего родину термина. Кроме Апсадгила, у абсуйцев есть и другой термин «аджинчтолла», который также перенят из грузинского, точнее мигрельского языка, и также означает «родину» или «отчизну». Джинджи по-мигрельски означает «корень». Несмотря на все это, больше оснований думать, что древние абхазы говорили на картвельском языке, родственному мигрельскому и сванскому, и именно у них позаимствовали абсуа аджинчтола, а слово адгили, видимо, наши братья абсуа унаследовали книжным путем благодаря распространению христианства. Таким образом, косок-черкесы родину обрели с 15 века в захребетной Грузии, откуда некоторые там сформировавшиеся племена перешли по южную сторону Кавказского хребта и с 16 века поселились тут. Мигрелы, сваны и другие жители Западной Грузии начали именовать их абхазами, так как они поселились в древнегрузинской историко-географической области Абхазии. С полной уверенностью сегодня можно сказать, что черкесы, в том числе и абсу-абхазы, родственные грузинам на генетическом, культурном и языковом уровне. Но сегодняшние абхазы абсуа – это не те древние абхазы, которые образовали западногрузинское Абхазское царство и которые начали процесс объединения грузинских земель в единое централизованное государство. Древние абсилапшилы и абазгабхазы были грузинскими, картвельскими племенами, а Абхазия – это исконно грузинская земля, которая всегда входила в состав грузинского.